дорогие читатели! С наступающим Новым годом поздравляю! Обычно в таком случае желают здоровья, счастья и исполнения желаний. Я вам этого желаю. Но счастье, которое я вам желаю, можно добиться самим. Счастье зависит от нас. Мне хотелось бы пожелать не просто исполнения желания и счастья, а пожелать, чтобы вы решили очень важные задачи в следующем году. Этот год был непростой, следующий будет тоже сложным. И здесь задача даже не в том, чтобы выжить от различных болезней, не в том, чтобы перенести последствия прививок. Об этом мы будем говорить на практике 3 числа. Это здоровье, это все, в принципе, решаемо. Речь идет о том, что в мире и в России сейчас идет тяжелейший кризис, и от нас очень много зависит. От нас зависит, пойдем ли мы голосовать и будем ли правильно голосовать. Если все проявят активность и будут голосовать за честных людей, за патриотов, то страна будет спасена. Поэтому я желаю еще спасения страны, и чтобы каждый из нас проявил свою активность. Вообще хорошие люди должны объединяться. Чтобы было желание объединяться, защищать нравственность, честь, совесть и достоинство. Я желаю преодолеть вам 2 синдрома, 2 проблемы. Первая называется «убить дракона». В чем суть этой проблемы? В том, что когда мы видим какую-то патологическую ситуацию, мы пытаемся, возненавидев тех, кто ее реализует, свергнуть их, убрать, а потом замечаем, что ничего не изменилось. Потому что мы внутренне не изменились. Так вот, дракона нужно не убивать, его нужно победить. И в первую очередь через победу над тем драконом, который живет в наших душах. Преодолеть нашу пассивность, нашу зависимость, наше бесправие, нашу лень. И тогда мы можем действительно добиться счастья. Есть феномен стеклянной банки. Блох сажают в банку, а закрывают крышкой. Несколько дней они прыгают там, потом крышку снимают, но блохи уже не выпрыгивают. Открыта дорога, но они так там и останутся. И их потомки не выпрыгнут, оказывается. Потому что ими управляет образ, который сформировался. И в рамках этого образа они живут, и за пределы этого образа они уже не выйдут. Так вот, мы все живем в определенных образах, ложных маяках, которые не позволяют нам преобразовать нашу страну, преобразовать мир, в силу того, что у нас просто неправильная система приоритетов, не совсем правильная картина мира. Я в аудиоприложении постараюсь более подробно все это изложить. А сейчас я еще хотел бы пожелать вам смелости. Кстати, в Библии сказано: «Боящийся не искушен в любви». То есть один из главных врагов любви – это страх. Так вот, я хотел бы пожелать всем смелости, инициативы, энергичности, желание объединяться. И чтобы всегда всех нас сопровождало чувство любви. И тогда, какие бы ни были у нас проблемы, мы их преодолеем. Я вам желаю преодоления проблем, развития, любви в душе. И уверен, что все это исполнится. С наступающим!